Здравствуйте, господа журналисты! Эту пресс-конференцию мы собрали, чтобы пролить свет на возникшие вопросы в результате выхода нашей программы в сеть. Итак, сегодня мы по возможности ответим на некоторые интересующие вас вопросы. Пожалуйста, вы. Журнал «Мир на СОК». Скажите, пожалуйста, что собой представляет ваша передача? Зритель уже сделал выводы, но как ваша команда и лично вы позиционируете себя? Спасибо за вопрос. Идея создания такого рода программы родилась относительно недавно. Мы позиционируем себя как познавательную передачу, которую можно смотреть всей семьей. И пусть вас не пугают взаимоисключающие параграфы, мы можем быть разумными и серьезными, и в то же время абсолютно беззаботными и веселыми. Да-да, вы! Газета «Мои носки». В своих передачах вы в основном говорите на крымско-татарском языке. Почему? Ведь всем понятен русский или украинский язык, так и аудитория могла быть больше. Нам важно не количество, а качество. Наша цель – рассказать, что крымско-татарский язык может быть разным. Мы стремимся к тому, чтобы крымские татары хотели знать свой язык, чтобы они не стеснялись его. Возможно, нам это удастся. Возможно, мы просто были первыми, и кто-нибудь сделает еще более серьезный и интересный проект. Вы на заднем ряду. Журнал «Яны Чара». У вас есть регулярная команда, работающая над созданием выпусков. Вы можете назвать имена? На начальном этапе мы были всего лишь беспарными носками, желающими найти друзей. Естественно, простые носки никак не могли бы создать проект такого уровня. Нам помогали ребята из Яшар-Седасы. На самом деле, удивительные ребята, сразу подхватившие идею проекта, внесли кое-какие предложения. И вот результат на ваших экранах. Имен очень много. Страниц вашего журнала не хватит, чтобы назвать даже половины. Ежедневник «Криминальный носок». Многие уже положительно оценили ваши действия, но были и те, кто против. Готовы ли вы к проявлению враждебности или даже агрессии по отношению к вам? Мы всегда стараемся идти навстречу публике. Если у зрителя есть какое-то критическое замечание, мы всегда готовы к диалогу. Агрессии мы не боимся. Вся наша команда считает, что все люди в душе очень добрые. Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. К сожалению, пока это все вопросы, на которые мы можем ответить. В ближайшее время мы соберем еще одну пресс-конференцию, чтобы расставить все точки над «и». Саунс. До свидания.